Поручни я лично обращалась в ЖЭК, и мне установили. Без опоры поход домой был для Милоши и Михаила испытанием. Это семья Хисматуллиных, как они добавляют, со сложностями. Этот пешеходный переход был установлен по их инициативе. Признают, за последние годы доступная среда расширилась, но в некоторых случаях только формально. Вот она формальность, да? Вот она, где она должна заканчиваться, примерно вот здесь. Где-то этих поручней и вовсе нет, как нет и лифтов в переходах, хотя не все так плохо. Очень много мест, где действительно очень много делается. Но еще есть вещи, которые нужно делать. То есть нет предела совершенства. Далеко не совершенно, по их словам, и отношение к инвалидам со стороны окружающих. Молодежь очень Толерантная. толерантная. Старшее поколение, наоборот, старается не заметить, отстраниться. Как раз исправить это в Международный день инвалидов в 16 регионах страны прошел тотальный тест «Доступная среда». В Казани его написали 500 человек. Среди участников данного теста мы можем наблюдать студентов, учителей, заведующих детских садов, школ, чиновников. В тесте 50 вопросов на темы общения с людьми с инвалидностью, помощи им и организации доступной среды. Тема доступной среды, она актуальна на сегодняшний день и волнует каждого человека, поэтому я не мог остаться равнодушным. Мне кажется, что такие тесты, они во благо всем, и тренерам, и вообще всем людям. В республике сейчас 299 тысяч инвалидов. Доступными для них считаются почти 7 тысяч объектов. А вот отношение к людям с инвалидностью не посчитать и не оценить. Только каждый лично отвечает за доступную среду и при общении. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.